Ты мне совсем не нужен. А вот твоему дядьке, надеюсь, ты представляешь какую-то ценность. Вот выполнил бы он мою просьбу. Ничего вот этого бы не было. Ну, и где твой агашка? О, ассаламу алейкум, Нурике. Терпение – хорошая черта. Надеюсь, не заставил долго ждать. Нет, спасибо, что нашли время. Присаживайтесь. Виски принеси. Рассказывай, что случилось. Налоговая. Проверка якобы нашла проблемы в отчетности. Так. Грозятся штрафами, уголовным делом. Эти парни любят попугать. Проблемы с отчетностью. Их кто-то натравил? Да есть там бывший сотрудник. Так. Уволили мы его полгода назад. Видимо, решил отомстить. Месть – игрушка для мелких людей. Но ее можно обернуть в свою пользу. Завтра мой человек встретится с вашим инспектором, направит его в нужное русло. Ну, ты же понимаешь, да? С пустыми руками они не уйдут. Да я на все готов. Шаке, все понятие растяжимое. У тебя на следующей неделе тендер по строительству, так? Да, намечается крупный контракт. Вот и отлично. Оформишь его как субподряд на наших друзей из фирмы «Пласток». И твои проблемы исчезнут. Было бы хорошо. Как там говорят, налоговая, как теща, всегда найдет чему придраться. Но ее при правильном подходе можно сделать своим союзником. Давай выпьем за это. Мам, болды ма? Қазір. Мамка, жарты сағаттан уже вручение басталады. Маған жолдан бір жерге кіріп шығу керек еще. Тоқтай тұршы, міне дайын болды. Сол, үтіктемей қойсаңыз да болатын еді ғой. Ой, есті шығардың ғой сен. Ұста. Болды, рахмет. Ага. Сәттілік. Я, давайте. Абайлап жүрші. Блядь. Алло, что там? Алло, Рока, қайдасың бұл? Келе жатырсың ба? Вот только вышел. Қазір гүл алу керек еще. Саған бүгін сөз айтпай болмайды дейсің ғой, короче. Мозги не хавай, Ладно, давай. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вижу, что выбор не из легких. Может, я могу помочь? А? Ищете что-то особенное? Что, простите? Ваш вид говорит о том, что, возможно, вы выбираете для учителя букет. Но то, как вы долго это делаете, не намекает на другое. Возможно, вы ищете что-то для особенного человека. Да, верно. Позвольте вам порекомендовать розы. Розы
Именно в них вся палитра человеческих чувств. Белые — чистота, розовые — нежность. А вон алые говорят о страсти и о тайне, которые словами не выразить. Есть еще другие оттенки, но они только для искушенных. Итак, ваш выбор. Можно вон тут букет? Кешір бәт. Ей, Раука, қайда жүрсің? Потом айтам. Уже, мани. Что ж? Көргеннен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Шіркін ұмытылмас күн. Сара, привет. Поздравляю. Спасибо. Это тебе. Да, не стоило. Да ладно. Не ғой, Сара. Я... Ну, если ты не против, конечно, вечером... Ну что стоим? Все, поехали, как договаривались, в клуб. Надо же как-то отметить это, правильно? Да. Ну что, все, поехали. За девочку плачу я. Саша, как всегда, у нас щедрый. Конечно. Все, поехали. Да, да. Что стоим? Давай, Что поехали. хотел сказать, да? Я? Ну что Нет. стоим? Поехали. Поехали. Бля, досым. Пиздец қотақ қойып кетті. Да иди ты. Если хочешь, могу камерам клуб отлучиться. Будешь смотреть там, как они тусуются. Білесің ма, вообще қиын емес. Көтің қышы. А что, хорошие жди. Балам, мен жұмыста бәріне сенің қызыл диплом алғаныңды айттым. Маман, не істеймін, бәріне мақтанып айтып жүрсің? Неге айтпаймын? Айтам. Кім? Квартираның хозяйыны ғой. Өзі біреу тойымсыз біреу екен. Аренданы қайтадан көтеріп жатыр. Қайда өсіреді? Сұмдық қой мынау. Жарайды, уайымдамаңызшы. Вот скоро мен уже бұйыртса жұмысқа тұрамын. Өзіміздің үйіміз болады, нормально болады бәрі. Құдай қаласа. Жұмыс жайында хабар бар ма? Ертең таңертең барам. Өздері звондап шақырған. Шанс. Да, мам. Жұмысқа жеттің бе? Жоқ, енді бара жатырмын. Әлі сене алар емеспін. Менің балам енді прокуратурада жұмыс істейді. Сәл уайымдап тұрмын бірақ. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Сәттілік тіледім. Хорошо, мам.
Жарайды, шыққаннан кейін хабарласам ғой. Давайте. У меня был один шанс, куда меня позвали работать, но я упустил его. Тогда я еще даже не подозревал о том, что проведу целый год в поисках работы. Я брался за любую работу, потому что я должен был помогать маме. Я отправлял сотни резюме и ходил на собеседование. Поэтому я всегда искал подработку, чтобы жить дальше. Пока я колесил на одном месте и не мог сдвинуться вперед, меня пугало неопределенное будущее. Но всегда неудача сопровождала меня. Но мама всегда утешала меня, что все еще впереди. В итоге целый год меня никто не брал на работу. Но каждый месяц, скрывая от мамы, мне пришлось ходить в больницу. Рауан. Рауан. Да. Вы не ответили на мой вопрос. Да, я принимаю все лекарства. К сожалению, анализы неутешительные. Лекарства не дают желаемый эффект. Вам нужно еще раз пройти обследование и, возможно, операция. Как операция? Ну, доктор, у меня нет денег на это. Я понимаю, но здоровье на первом месте. У нас еще есть шанс. А что, если ничего не делать? Смотрите, вот видите, у вас глиальная опухоль мозга. Она еще маленькая, может расти и повлиять на функции мозга. Нам нужно решить это, пока не стало слишком поздно. Понимаете? Я приложу все свои усилия, чтобы навечно искоренить наркотики с наших улиц. Чтобы жизнь нашим горожан стала прекрасной в нашем красивом городе. Наркотики – это зло, это бич нашего общества. И я буду бороться с ним до конца. Спасибо. Также городоначальник пообещал решить Красиво проблему говоришь. загруженности городского трафика. По его словам, к концу года откроются еще 3 Туалетіңізбен. метро. И это должно решить данную проблему мегаполиса. Біздің болашақ прокурорымыз келді ма? Кел. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Қалайсыз? Қалың қалай? Жақсы. Қайда жүрсің? 1 сағат болды тосып отырады. По работе жүрген ғой. Отыр. После вас, аға, отырыңыз. Мамаңның талғамы керемет қой. Қане әкел стаканыңды. Оған болмайды. Неге жігіт болды ғой? Ол ішпейді. Жарайды. Ал, жалғыз қарындасым. Бүгінгі туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Өмірдің барлық жақсылықтарын тілеймін. Рахмет. Боташ, өткенді ұмытатын кез келді ғой. Өтті, бітті. Ондайды ұмыта алмайсың. Сен қалай түсінбейсің? Менің оған ешқандай қатысым болған жоқ. Боташ, сен менің жалғыз қарындасымсың. Сенен басқа туысқаным жоқ. Мен саған шын жай көмектескім келеді. Рахмет. Маған сенің ақшаң керек емес. Ал, прокурор мырза, не қылып отырсың? Дипломыңды әкел, көрейік, көрімдігіңді берейін. Аға, мен оқу бітіргенде 1 жыл болды ғой. Сен давай көп сөйлеме, ештен кеш жақсы, әкел. Қазір. Міне. Ай, жарайсың, азамат. Тура өзім сияқты, қызыл диплом. Міне, көрімдігің. Неге сонша көп салдың?
Енді бүгін болады ғой. Қайтар. Қайтар дедім. Енді бұған қарсы болмайтын шығарсың. Мә, ала ғой. Рахмет аға. Чодан қызыңмен қашан таныстырасың? Қойыңызшы, қайдағы қыз? Қайда қыз деген не? Үйленбейсің де. Оған әлі ерте. Біле білсең, сенің атаң, сенің жасыңда 5 баланың әкесі болған. Жарайды, 5 емес, 2 точно болған. Жарайды, тағы келерім. Көрімдігізге рахмет аға. Қойш, пустяки. Агашка, это давно хотел спросить, а вы чем занимаетесь? Тебе зачем? Меня тоже возьмите на работу. Ты же видишь, мама не хочет, чтобы мы общались. Да, я знаю, но просто сейчас на жизнь денег не хватает. За квартиру тоже надо платить. Кішкене ақшамен напряг болып кетті да, вот поэтому спрашиваю. Ты давай вот что. Я тебе адрес скину. Завтра в 3 будь там. Все, ага. И это, маме ничего не говори. Хорошо. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Ну что, поздравляю. Твой первый рабочий день. Рахмет аға. Это ваш офис, да? Весь город наш офис. А ваша компания чем занимается? Да, приветствую, дорогой. Нет, реально, вы чем занимаетесь? Ты что, реально не знаешь, чем занимается твой Алешка? Он решает те проблемы, которые никто другой решить не может. К нему обращаются только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Это человек слова. Его слова – это закон. Даже влиятельные люди города обращаются к нему тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Иногда его методы кажутся жесткими, но зато результативными. Посредник он или решал. Қазақша айтқанда делдал. И запомни, самое главное, всегда делай все то, что он тебе скажет. Хорошо. Жақсы, келістік. Давай. Сакен, ал, сумку передай ему. Ага. О, все на месте. Уже хорошо. Привет, Айк. Как дела? Привет, привет. Ты, блядь, дурной, что ли? Что случилось? Так я ж в прошлый раз по твоему адресу девчонок отправила. Так. Так они там весь день проторчали и ушли ни с чем. Почему так? Я же все организовал. Да потому что твой большой человек оказался голубым. Да. Да. Да ладно. Да? А это кто с тобой? Племяш мой, жизни учится. Понятно. Молодой еще. Наверху? Да, все готово. Тебя ждет. Ты стой здесь. Понадобишься, позову. Хорошо. Пойдем. Спорим, он девственник. Откуда такая уверенность? Я таких, как он, за километры чувствую. Здесь все яснее становится. Пар хороший и место подходящее. Да, ясность – вещь нужная. Только не все вопросы любят жару.
Я про дорогу, что мы обсуждали. Там процесс нужно ускорить. Жұмыс тоқтап қалса ке. Соған сіздің бір ауыз батаңызды алайын деп келдім. Ай, сен де бата сұрайтын жерді тапқан екенсің, а? Енді бата құралақанға жүрмейді ғой енді. Әрине білеміз. Ты что, на свадьбу собрался? А? Он у нас парень серьезный. Иди. Жарайды, Нұрака. Сен мені көндірдің. Пусть все движется. Ну что, красавчик? Имя-то у тебя есть? Да, Раван. Давай выпьем с тобой. За знакомство. Не, я не пью. Я думаю, что от одного глотка ничего не будет. Выпей. Всего один глоток. Давай, давай. Пей. Ну вот, а ты боялся. Ал мен бір тосын айтып жіберейін. Сәке. Иә. Қазақтың қамын ойлаған сіздей ағамызбен аралас болу. Мен үшін үлкен мәртебе. Сіздердің арқаларыңызда күліп шалқып жүрміз. Әрқашан басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Еліміздің ертеңі үшін аянбай еңбек ете беріңіз. Керемет достар еке. Сенде қараңғы, қап қараңғы, қап қараңғы. Жаралы, жүрегім менің жаралы. Өзіңмен бір уақытта барамын, бойыма қаныма сен тараттың. Шеф, это вам передали. Как приятно видеть, что я нашел время посетить мой скромный сад. Смотри, какие красавицы. То белые, то алые, то розовые. Каждый со своим ароматом, со своим характером. А вот эту розу люди называют черной. Но на самом деле черных роз не бывает на реке. Она темно-багровая. Так и люди. Все хотят казаться светлыми. Хотя внутри каждого своя тьма. Оставь свои метафоры. Давай ближе к делу. Знаешь, как порой бывает, засыхает дерево и начинает портить окружающее. Его нужно срубить, чтобы спасти другие растения. Так и наш Аким.
Он стал засохшим деревом, которое мешает расти моему саду. Его нужно поменять на молодое дерево, на моего человека. Мы уже охватили весь город, пора двигаться дальше. Каким это всего лишь навсего сорняк очередной на моем пути. Ты торгуешь не красотой, а смертью. Я с наркотиками дела не имею. Люди приходят ко мне, чтобы решать свои проблемы, а не умножать их. Да, но жизнь штука жестокая. Мы с наркотиками дела не имеем, а они с нами имеют. Мой бизнес растет, как этот сад. У меня давно не просто цветы. Мы делаем все, чтобы наши букеты приносили не только радость, но и особенное удовольствие. Кстати, как твоя дочь? Слышал, в больнице? Дай бог ей скорейшего выздоровления. И да, конечно, не забудь позвать на ее свадьбу ради нашей старой дружбы. Зло всегда быстро растет. Не забывай, на гнилой почве ничего хорошего не вырастет. И да, перестань присылать свои мертвые цветы.